ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, лыжная база УРМЗ, финальный день зимнего фестиваля ГТО. С 15 по 17 марта Ухта приняла региональный этап в зачет круглогодичной юношеской спартакиады. Собралось 55 участников всех городов Коми, кроме Воркуты, и 3 районов – Княжпогосского, Усть-Вымского и Карткировского. Самому юному спортсмену 11 лет, а самой старшей девушке исполнилось 18. 2 дня атлеты состязались в подготовке, а что в итоге? Хотела бы отметить Усть-Вымский район. Ребята по зальным видам очень хорошо себя показали. Ну и хочу отметить Ухту по лыжным. Просто сделали все. В нашем составе есть члены сборной Республики Коми по биатлону. Конечно, они показали по лыжам замечательные результаты. Также Сыктывкар, которые девочки, по-моему, показали больше 100 баллов. В рамках фестиваля участники испытали себя в 5 видах норм. В зале это прыжки в длину, упражнения на пресс, наклон стоя на гимнастической скамье, для девушек отжимания, у юношей подтягивания. Кульминацией соревновательной части стала лыжня на следующий день. По итогам состоялось вручение заслуженных наград. Кстати, первым золотой знак ГТО получил известный фигурист Дмитрий Алиев. Он сдал норму еще год назад. Для меня это тоже немаловажно, наверное, потому что это, так сказать, всероссийское мероприятие, которое проводится у нас в России. И для меня было приятно выполнять те упражнения, которые запланированы, нужно было их выполнить. Конечно, я доволен, что получил этот значок, что у меня все получилось. Призерам фестиваля вручили по 4 комплекта золотых, серебряных и бронзовых наград. Также в 2 группах определены победители командного первенства. Среди городов первый Сыктывкар, Усинск второй, Ухта замыкает тройку призеров. Княжпогосский стал первым среди районов.